Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Дом дружбы народов имени Кулаковского в Якутске не нуждается в большом представлении. Для многих поколений якутян Дом дружбы является родным домом, местом приятного проведения досуга с малых лет. Как работает дружный коллектив в летнее время, какие мероприятия уже прошли, а какие еще предстоят, об этом мы сегодня поговорим с гостьей в нашей студии Екатериной Егоровой, временно исполняющей обязанности руководителя ресурсного образовательно-методологического центра Дома дружбы народов. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какую же деятельность ведет Дом дружбы народов в летнее время и какие проекты успели реализовать за июнь? Дом дружбы народов в летнее время не перестает активную работу вести, хоть является культурно-досуговым учреждением, но тем не менее у нас нет такого ухода на каникулы, так сказать, да? Хоть и некоторые специалисты в отпуске, но тем не менее работа ведется. Июнь прошел очень жарко, очень интересно. У нас, поскольку мы являемся учреждением подведомственным Министерству по внешних связей и делам народов, мы участвовали в мероприятиях. Проходила конференция по сохранению языков большая. Потом было мероприятие с китайской делегацией, конференция, да, на укрепление дружеских и партнерских связей. Все эти гости в последующем присутствовали на большом национальном нашем празднике ЭСЭХ, который прошел очень ярко, прекрасно и очень душевно, добродушно. Дом дружбы народов традиционно проводит на своем тесельге активности в ЭСЭХ. И практически 2 дня нон-стопом идут концерты, выступают и любительские, и профессиональные коллективы. Любой желающий просто заходит, сидит, смотрит, наслаждается творчеством. И, конечно же, богатый стол, угощения. В общем, летнее время, летний ЭСЭХ — это вот прям наши праздники были. До этого в июне состоялся фестиваль казачьей мщитской песни республиканский. Он охватил практически более 3000 участников. Некоторые приехали сюда на гала-концерт. И вот 12 июня, День России, на Комсомольской площади вот этот гала-концерт состоялся. И параллельно еще состоялся гала-концерт «Этнофест Моя Якутия», где коллективы разных национально-культурных объединений или просто творческие любительские ансамбли смогли представить свои номера, посвященные вот народной культуре. Таким образом вот мы реализовали, это из больших, да, мероприятий, которые прям с большим охватом. Поскольку Дом дружбы, конечно, тесно взаимодействует с Ассамблеей народов Республики Саха-Якутия, то в июне еще у нас прошли активно мероприятия. Это Сабантуй, татарский праздник в парке культуры и отдыха был. И на ЭСЭХе, на Тесельге ассамблеи тоже была большая такая активность. И там были национальные армянские танцы, казачьи песни, бурятские стихи о Бурятии, да, и бурятские песни. В общем, было интересно. И очень отличились молодежь. Молодежная ассамблея представила тоже свои творческие номера и такой формат этноквеста, викторины, когда рассказали о своих разных народностях, о Туве, об Армении, о Таджикистане, Узбекистане. И еще ребята с узбекской общины приготовили плов абсолютно бесплатно, раздали его всем желающим, кто проголодался, заходил к нам, вкусно угостился узбекским пловом. И по подсчетам, по тарелкам, так сказать, да, по которым раздали, у нас было 950 порций. Это только вот на нашей площадке, да. А если ребята также готовили плов еще на 4 других площадках, то, наверное, можно сказать, что 4 на 950, да, больше 3000 порций плова. Это прям очень здорово. В целом, самое замечательное и запоминающееся мероприятие июня — это вот именно ЭСЭХ и День России, самые такие большие. И вот из июня в июль перетекает еще ЭСЭХ Аланхо, где тоже специалисты Дома дружбы поучаствовали, побывали на уникальной местности, да, Аймиконской земле. Судя по фотографиям, по которым я смотрела, как будто это совершенно вообще как другой мир, да, он такой прям уникальный. Приехали с большим таким багажом впечатлений и очень вдохновленные, воодушевленные этим местом силы, Аймиконской землей. Так что вот мы такие наполненные. И что касается мероприятий, которые непосредственно в Доме дружбы, на площадке Дома дружбы, да, которые прям для горожан города Якутска, у нас есть такая площадка «Арт-Атриум»,
которая работает с прошлого года. И на ней каждую неделю проходят концерты. Расскажите о том, что горожан ждет в завершении рабочей недели. В завершении рабочей недели, ну вот, да, эта площадка Арт-Атриум как раз, да, дополню, что она проходит четверг-пятница каждую неделю. Открытое пространство со стороны сквера Карла Маркса. Можно прийти с 5 часов до 7 часов. Концертная программа, игровая программа или музыкальная такая. Ну, в общем, прийти, спокойно отдохнуть, насладиться творчеством, посмотреть творческие номера, самим поучаствовать в каких-то викторинах, мастер-классах. И вот буквально завтра у нас состоится... У нас состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, да, и мне хотелось бы вот на него пригласить наших телезрителей, да, так сказать, вот приходите, секреты семейного счастья. Мы приглашаем к участию в этой площадке семьи города Якутска, и причем эти семьи, они разные, абсолютно разных категорий и социальных, и каких-то вообще, ну, разные семьи. Но скажу одно, что их объединяет смелость. Все они с удовольствием согласились к нам прийти и вот рассказать о своей семье, поделиться историей своего семейного счастья, своим опытом. Ну, я думаю, что зрители с удовольствием это воспримут, и где-то им это пригодится, а где-то они, может быть, зададут сами вопросы и что-то спросят. А вот к проекту Арт-Атриум, получается, может присоединиться любой желающий, как представители семей с большим багажом опыта в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности. А национальные культурные объединения из Якутска, из республики принимают ли в этом участие? Да, безусловно. Вот площадка Арт-Атриума, она уникальна тем, что к ней может присоединиться вообще абсолютно любой желающий. Кто умеет петь, танцевать или вот, желает подарить свой творческий какой-то номер, или, может быть, провести какое-то мероприятие, да, спокойно может прийти к нам, администраторы выслушают, узнают, познакомятся, и можете стать участником этой площадки. Национальное культурное объединение самое непосредственное участие тоже принимает, поскольку учреждение, конечно же, всегда несет идеи добра, мира, дружбы народов, единства. И поэтому среди национальных культурных объединений есть такие активисты, которые поют с удовольствием, которые даже есть ведущие, поющие ведущие, например, или танцуют очень много. И с удовольствием приходят к нам и выступают. Эта площадка позволяет, например, непрофессиональным артистам раскрыться, как-то укрепиться, да, стать более смелыми, ну, вот, опыт прочувствовать вот это сценическое выступление. Ну, а профессиональные артисты, они выступают в свое удовольствие. Вот им просто нравится дарить свою душу, настроение хорошее зрителям. И у нас даже есть прям поклонники, которые ходят каждый четверг и пятницу. Вообще сама площадка открылась в прошлом году. И она отвечает вот на сегодняшний день, да, она отвечает именно указу Владимира Владимировича Путина о том, чтобы культурно-массовых мероприятий становилось как можно больше, и именно тех, которые несут вот идеи мира, добра, дружбы, единства народов и теплоты душевной. И вот площадка именно этим и наполнена. Каждое мероприятие, оно со смыслом. Среди ближайших у нас посвящены Дню семьи, любви и верности. Дальше будет посвящено Дню дружбы, Дню государственного флага Российской Федерации. Будет праздником национальным народов, да, коренных малочисленных народов севера. Летом, кстати, у них очень много праздников различных. Ну и простые концертные игровые программы. Скажите, а площадка Арт-Атриум работает только летом? Да, это летний проект. Какие летом запланированы праздники, помимо тех, что вы перечислили? Возможно, у вас уже запланирована какая-то богатая программа на август, где каждый вот сейчас послушает, для себя сделает какие-то пометки в голове, и, возможно, тоже потом придется своим номером выступит. Да, в августе мы приглашаем к празднику Дню государственного флага. Там у нас традиционная акция «Народный плов». Потом ближе к сентябрю месяцу у нас были такие игровые программы для детей в предшкольное время, поскольку с отпусков уже как-то съезжаются, да, ребятишки, и вот для них такие игры, развлечения перед школой. Ну и в сентябре это больше вот такие какие-то осенние ярмарки, да, какие-то
может быть, к нам присоединяются, кстати, еще предприниматели, они могут поставить свою площадку, что-то продавать, да, в территории вот, около Дома дружбы. Мастер-классы проводят, можно научиться делать, вот, кстати, на мероприятии, посвященном Дню семьи, пройдет мастер-класс по изготовлению куклы-неразлучники. Можно изготовить какие-то якутские сувениры, северные сувениры. В общем, ну, провести лето с пользой. И еще добавлю, что также работает летом в Доме дружбы кинозал. Ну, он практически всегда работает, но поскольку зимой бывает множество других мероприятий на сцене, он так со сбитым расписанием. А вот летом сейчас сцена абсолютно свободна, и экран кинозала для всех жителей города Якутска и гостей спокойно открыты. Приходите и смотрите с удовольствием кино. Что самое уникальное надо отметить в работе летнего периода Дома дружбы народов? Все мероприятия проводятся под открытым небом. Какие площадки по нашему городу вы уже успели охватить? По городу вы имеете в виду? Ну, я, наверное, здесь скажу не по городу, скорее по республике, потому что на идею вот открытой площадки откликнулись наши коллеги из города Мирный. Это тоже отделение Ассамблеи народов. И они, кстати, вот ко Дню дружбы параллельно с нашим будут тоже делать мероприятие, большой флешмоб в детских лагерях со знакомством с народной культурой, ну, детей с народной культурой. Вот. И еще к нам обещают присоединиться, и, надеюсь, это будет, из города Ленска активист. У них есть такой спортивный проект, они привлекают к спортивному такому легкому бегу горожан своих, ну и побегут за дружбу. Такой дружеский забег устроят, вот, обещают. Но это все ко Дню дружбы, это 30 июля ближе. Ну что ж, будем ждать с нетерпением. Екатерина Евгеньевна, благодарю вас за то, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Большое вам спасибо за приглашение. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.